Антикор везде заявляет на всех трибунах, что мы защищаем осведомителей. Ну, это такой тренд в антикоррупционной политике по всему миру. Есть такой термин whistleblowing, то есть лицо, которое свистит свисток. То есть это осведомитель, информатор. Во всем мире они под суперзащитой, под суперпоощрением, их данные скрывают, их семьи защищают, им дают псевдонимы вплоть до новых документов. Потому что люди понимают, что таких людей нужно защищать, государство понимает. У нас же таких людей делают изгоями, увольняют и против них возбуждают уголовное дело. Я, наверное, последний, кто критикует Антикор, потому что я общественный совет Антикора, я сам бывший сотрудник, это наши главные партнеры, и без их участия у нас не было бы наших результатов. Но я объективно даю информацию, что в Туркестане это не работает, и я постоянно об этом пишу, я хожу на прием к председателю Антикора, рассказываю об этих вещах, но, к сожалению, пока там существенных сдвигов мы не добились. И мне, если спросить, о чем я жалею о том, что в Туркестане пока мы не смогли, имея на руках Каспий-переводы, заключение экспертиз, фото, видео, доказательства вымышленных проектов инфраструктурных, большого результата нет. Да, дела возбуждаются, но они потом волокитятся, прекращаются и крайними делают заявителей. Поэтому вот сейчас мы хотим всяческим образом обратить внимание руководства страны именно на Туркестан, то, что там происходит. Господина Молдобекова, директора КГУ в Туркестанской области, уволили за то, что он в Акимате был на встрече с депутатами Мажилиса. В Туркестан недавно приезжал господин Заитов и Толукпай. Ну, им огромное спасибо, что они на эту проблему обратили внимание и подняли на уровень Мажилиса о коррупции в Туркестанской области. Но за то, что он с ними встретился в Акимате, его уволили. Его увольняют второй раз. Первый раз его уволили, когда он впервые написал заявление, что Базис построил нехороший музей с протекающей крышей, с неработающими дверями. Я сам был в этом музее, убедился, стыдно, что за 3 миллиарда такие объекты у нас есть. И плюс еще там потом Акимат выделил 1 миллиард тенге на то, чтобы этот музей оснастить. Там бутафорские десятки миллионов на деревяшки, железки потрачены. И этот человек пишет заявление в Антикор. При этом в итоге Антикор возбудил уголовное дело против него. То есть сейчас мы ждем, когда дело, которое Антикор возбудил против заявителя, пойдет в суд. При этом он его не защищает как заявителя по другим делам, и его же обращение повернул против него. И это Туркестанская область. В стране самая коррумпированная, без привязки к областям, это Туркестанская область. И я искренне считал, что это такой мейнстрим, такой стереотип, когда об этом говорили. До этого я думал, что ВКО. Там у нас огромное количество кейсов после Ахметова, да, когда миллиардные водопроводы есть только на бумаге. С 2021 года они существуют. Мы приехали в аул, и жители смеются нам в лицо, говорят, какая вода, какой водопровод. У нас там насосы, колодцы и грязную воду пьем. А по документам уже в 2021 году ВКО там чуть ли не лидер по охвату питьевой водой своего региона. И тогда я был в таком хорошем шоке. Мы ездили, выявляли ВКО, Абай области, когда они вместе были. Но стоило съездить в Туркестан на 5 дней, вот в нашем новом формате, когда мы приезжаем в регион, встречаемся с жителями, с предпринимателями, с госслужащими, со всеми, у кого есть проблемы, изучаем их, на место приходим, трогаем, щупаем, назначаем экспертизы, привлекаем независимые организации, которые могут дать оценку. И я понял, что в Туркестане это просто такой ужас творится на самом деле. И ни с одного региона страны к нам в Астану, в центральный аппарат Адилькжола, не приезжает столько людей, сколько приезжает в Туркестанской области. Потому что на местах, в поисках помощи, в поисках справедливости, потому что на местах ее искать бесполезно. У людей на руках все доказательства, решения судов, экспертизы, там, Каспий-переводы, все чеки, все, что подтверждает вину и коррумпированность тех или иных чиновников, тишина.